Есть предложение назвать следующий год годом эстетики населенных пунктов республики, двоеточие, газоны, тротуары, освещение, заборчики. А это все-таки наш внешний вид, это создание уверенности в том, что мы живем в республике, где есть порядок. Просто чтобы наши населенные пункты опрятные были. Поэтому итогом этого я вижу абсолютную чистоту в наших территориях. Когда глава региона Ради Хабиров объявил 2020 год в Башкортостане годом эстетики и благоустройства населенных пунктов, не все понимали, что касается это каждого села, каждого города, а не только Уфы. Привыкли, что основной упор, как правило, делается на ключевые города, а расположенные подальше от столицы остаются без внимания. 2019 и 2020 все поменяли. Бирск, Ишимбай, Баймак, Янаул, Никола-Березовка Краснокамского района, Белебей. 16 городов и сел Башкортостана стали победителями на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели из федерального бюджета в Башкортостан привлекли 520 миллионов рублей. Добавляли и из республиканского бюджета. Итог – интересные и комфортные общественные пространства. Глава Башкортостана Ради Хабиров по мере возможности в рамках рабочих поездок за работами в парках и скверах следил. В Белебее, в частности, в 2020 году был дважды – в марте и ноябре. Весной в парке «Поющие родники» руководителю региона показали только проект, а осенью 2020-го уже готовый результат. Мы находимся на территории Белебейского городского парка, будущего парка «Поющие родники». «Поющие родники» будет называться, да? Парк «Поющие родники». Такой блок, да, молодежный коворкинг-центр. Он называется «Бублик», мы его так называем. Здесь будут проходить коворкинги, будут проходить театрализованные мероприятия. Ух ты! Да. Функционально правильно. Очень круто. Да, это супер дело. Очень здорово. Слушайте, ну уровень европейский такой. Европейский, западноевропейский. Молодцы. А вы вот эти вот предусмотренные, чтобы вы осветили дорожки, асфальтировали, да. то есть вот... В этом году мы будем благоустраивать прилегающую улицу Комсомольская, там будет покрытие асфальтовое новое, и подходы тоже с двух улиц тоже будут ну, чтобы светло, благоустроены, безопасно тротуары с это было, да? освещением Точно, да. совсем. Это входная наша часть. Здесь туалет для мобильных групп. Вот это пост охраны. Там полностью все видеокамеры выведены. Вот сюда, да, вот все, каждый уголок. 30, почти 30, да, Александр Александрович? 50 видеокамер. 50 видеокамер, 30 постов там, да. Здесь у нас будет пляж. Пляж состоит из 3 видов. Это травяной пляж, песчаный и деревянный пляж. Вот сейчас они вкручивают сваи. Вот здесь у нас сейчас демонтировали это, Альфарич. Здесь 4 фонтана у нас вот так было по длине полностью. Вот, ну, очень эффектно. Вообще, ну круто получилось. Очень круто получилось. Ради Фаритович, устраиваем наши города, и вот первые итоги Белебей, вот как впечатление? Ну, я-то был здесь, когда это начиналось, потом был промежуточно смотрел. Но, честно говоря, вот я даже не ожидал, что это так здорово будет смотреться. На мой взгляд, это сейчас вот парк околоводного объекта лучший в республике. Вот в этой номинации, скажем так, он лучший в республике, очень современный, самое главное, очень функциональный. Здесь есть все, есть и для бизнеса, и для отдыха, и для пожилых, для маленьких, и территория очень красивая сама по себе. Отличный проект, отлично получилось. Заслуга нашего института развития городов и заслуга города. Они молодцы, команда города отработала. Вот пример, мы его будем сейчас тиражировать. Я вот сейчас вот там, где в городах есть водный объект, будем вот по такому типу строить. Если в парке «Поющие родники» в Белебее уже можно подвести итог,
что в Уфе, в микрорайоне Сипайлово, на озере Кашкадан работа еще продолжается. Озеро Кашкадан естественного происхождения, достаточно большое. Его длина чуть больше километра, средняя ширина 300 метров, глубина 2,5 метра. В 2019 году Ради Хабиров принял решение благоустроить само озеро и территорию вокруг. За год сделать все запланированное не удалось, работы продолжили и в 2020. Внутри дороги делали песком глиной, и оттуда уже все вот бассейн, видите, уже тут 1,5 метра спустили, там метр, там 80 сантиметров, и тут идет аж до 2,5 метра. Метр сняли, еще 1,5 метра вот этой, на этой части. Где глину будет. начали отсыпать уже, говорите? Вот эта глина привозная. Уже вот начинаем замок делать. Берега уже тут делают. Ну, замок и в то же время формировать берег. А уже тот берег, уже, вот я так понимаю, уже Да, отпланировали. да, вот это финишный, вот так, откос уже там финишный. Вот так пойдем. И вот так вот ведь так аккуратно. Все, и дно, и бок. И будет чистая вода здесь, да? Чисти. Да, да. Можно вопрос, Ильич? А что мы от Кашкадана вообще ждем? Ну, от Кашкадана ждем, что это будет один из лучших парков Уфы. И в частности решили, что мы, когда начинали здесь вот план дальнейшего развития парка, мы решили все-таки сперва почистить само озеро. Это очень трудоемкая, очень объемная, довольно дорогая работа, но без чистки озера ничего хорошего не получилось. Причем мы предприняли такой необычный вид чистки озера, что и люди были очень удивлены. Мы слили все озеро, и зимой, чтобы грязь не разводить, вот зимой вывозим всю грязь, которая скопилась на дне, весь ил. А это, наверное, тысячи машин, тысячи. Вот, зато уже мы к весне, у нас будет готов котлован, куда уже потихонечку весной начнем заливать воду и, соответственно, обустраивать уже побережье. Бирск – еще один город, который выиграл в конкурсе малых городов и исторических поселений. С победой пришли и федеральные деньги – 75 миллионов рублей. Республика тоже помогла. В июле 2019 года, когда Ради Хабиров, тогда еще временно исполняющий обязанности главы Башкортостана, приезжал в Бирск в первый раз, результатов конкурса еще не было. Другое дело в 2020 году. Здравствуйте! Рады приветствовать на Бирской земле. Очень рады бы были здесь видеть площадку фольклориады, потому что у нас народный художественный промысел очень хорошо. Спасибо. Я вам обещаю, площадка будет, и под это еще что-то мы сделаем. Хорошо, спасибо. А вот здесь, Ради Фаридович, по проекту идет вот амфитеатр, вот где разметка стоит, типа деревянных скамеек, да, получается многоуровневый, да, но здесь страдают две елки. Поэтому мое предложение какое? Либо, значит, елки как-то вписывать в этот амфитеатр, елки красивые, жалко. Я обожаю эту площадь. И совершенно точно, и очень здорово, я не нарадовался, когда Бирск выиграл конкурс. Это для нас всех была победа. И сейчас Федеральный конкурс. Федеральный конкурс, да. Мы вот этот весь периметр приведем в порядок. Но мы здесь сохраняем вместе с тем с новым и то историческое. Абсолютно. Мы сохраним вот это вот, прям максимально постараемся сохранить вот такое историко-культурное ее видение. Для нас это очень-очень важно. А что вы хотите, вот, чтобы было здесь? Фонтан, где-то место для отдыха, чтобы это было... Видите, вот даже перепады разные. Ну, это, тут все, чтобы было, вы знаете, вот маленькая Красная площадь Бирская была. Баймаки тоже благоустраивают улицы, площади и парки. В сентябре 2020 года глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Баймакскому району побывал в одном из них – Парке Победы. Ох ты. В прошлом году 17 миллионов. Ольга Владимировна здесь приезжала. Мы с Институтом развития общественного пространства в тесном контакте все это отработали и получили. Молодцы, мне очень нравится. Ради Фаридович, опять-таки, айтем. Да. Ой, халык мына, это сейчас мало. Вечером здесь дети гуляют, играют. Активность, да, концерт,
Или концерт, или ничего не делаете? Yok, Концерт? bunda не делаем. Bunda, Просто прогулка. bunda прогулка, пешая прогулка. И вот дети, и родители, и молодые мамы здесь прямо наслаждаются. Ошаймын мында. Әсәй буларак, өләсәй буларак һеҙгә рәхмәт һүҙҙәремде әйткем килә. Бик шатмын һеҙҙе үҙебеҙҙең Баймаҡ ерендә күреүегеҙгә. Рәхмәт тегеҙ. Мин дә үҙем шатмын ашларҙан күрергә. Менә былтыр бер йыл элек ошо ҙур ғына территорияла бейек ағастар, баштарында ҡарға ояһы, асты тулы мусор. Уже мәктәп балалары сығып гел генә шуны талартыр ине. Хәҙер менә ҡарағыҙ, ниндәй матур, ниндәй рәхәт. Прям йәнебеҙ ҡыуана инде Мин шунда. Баймаҡларға хәҙер бик шатмын. Сез беләсегеҙ, бына теге конкурс бара бит, федеральный конкурста. Булар еңделәр. Тағы сезнең менә центральный мәркәзенә шунда матур итеп эшләләр. Һеҙгә рәхмәт. Бына беҙ Юҡ, миңә тоябыҙ, рәхмәт, ошо һеҙгә һеҙҙең рәхмәт. ярҙамығыҙҙы тоябыҙ. Рәхмәт. В 2021 году в Баймаке начнут благоустраивать центральную площадь и прилегающие территории. Проект «Баймак. Ветер перемен» в 2020 году тоже стал победителем все того же 4-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На его реализацию предусмотрен федеральный грант в размере 50 миллионов рублей. Ради Фарич, маленькая экскурсия. Территория наша, вот с пунктиром красно показывает, она составляет 4 гектара. Значит, на сегодня площадь как у нас смотрится и будет выглядеть вот таким образом. И вот она уходит на проспект, вот она проспект, сюда уходит. Так. Сегодня служит как автопарковка, но в будущем это зона отдыха, рекреационная зона и... А парковка куда уйдет у вас? Парковка уходит вот сюда, в сторону гаражей. Вот здесь будет парковка. Ну, нормально. Как бы пешеходная зона здесь будет, да. Творчество и за ним парковка. Потому что оно надо И с этой стороны машину доставить, Да, это надо. А этот парк отдыха и культуры имени Салавата Юлаева мы готовим на 22 год АФКГС. И для синхронизации вот, третья школа рядом 1,5 гектара тоже готовим сквер на 21 год. Ну, логика такая, да. Вы сторону видите порядок в центре, и потом Да, в да, центр. на периферии Мы вот в уходим. Уфе сейчас Да. так делаем. В Да. центре наводим и пошли. 85 миллионов это только федеральная игра? Нет, все Или вместе. все вместе, да? Федеральные 47, И муниципальная, и... республиканские 17, внебюджетные 17 и муниципальные 3 миллиона. Ну, в истории Баймака, чтобы Не было такого, да. Этого не было. Площадь территории 4 гектара и общая площадь территории 17 гектаров. Два бюджета. Такого не было. Вот, хороший камень, хорошие материалы вы можете Да, Ради использовать. Теперь что у вас, какой сейчас этап? Вы же должны в следующем году освоить уже это, так? Да. Да. Вы С должны 1 апреля. очень быстро проект сделать. Вы начали это все делать? Архитектурную схему готовят московские ребята из Центра развития пространств. 1 апреля подрядчик должен зайти сюда. Сегодня мы работаем с сетевиками. Давайте. Какие сети есть, что под замену? Все, давайте действовать. Да. Благоустройство – это еще и уютные улицы и скверы, и чистый регион. В рамках акции «Зеленая Башкирия» в 2020 году в Башкортостане вывезли 4000 кубометров мусора, посадили 162 тысячи кустарников и 895 тысяч деревьев. Осенью 2020 года в Хайбулинском районе глава Башкортостана Ради Хабиров, руководители министерств, ведомств, главы районов в селе Янтышево тоже сажали деревья. Аллею назвали «Башкортостан». Лет через 10, когда еще раз встретимся здесь, чтобы уже увидели, насколько они выросли. Ради Фрич, в Хайбулинском районе еще не сажали? Я еще во многих районах не сажал. Это же приятно. Это очень приятно, конечно. Я здесь. Через несколько лет здесь будут расти деревья. Такая большая аллея будет. И хорошо, что санатория, это очень полезно. Да, ну, учитывая, что еще мы посмотрели вчера санаторий, он очень востребованный. Глава давно просит, что туда нужно вкладываться.
мы, наверное, на 22 год вот программу развития санатория примем. У нас вообще по Хайбулинскому району, у нас же, получается, мы для Хайбулинского района, для Белорецка, у нас особая программа развития. Из-за климатических условий? Из-за климатических, из-за отдаленности, из-за определенного вот, диспаритета экономического. Вот, мы приняли решение вот, именно им помочь. Поэтому В этом году мы помогали с субсидиями на зерна. Нет, мы много. Семена. По субсидиям, по семенам мы многим районам помогли. Я имею в виду тут вот нехватка определенных социальных объектов, но в то же время тоже нельзя забывать, что здесь есть свои успехи. Хайбулинский район, например, 100% газифицирован, в отличие от многих наших районов, где уровень газификации значительно ниже. Поэтому тут есть и плюсы, и минусы. Ну вот мы сегодня здесь работаем. Спасибо. Парк Первомайский в Калининском районе Уфы создали в 1991 году. Он растянулся за Домом культуры «Моторостроитель» на территории между улицами Орджоникидзе, Машиностроителей и Черниковской. Парк быстро стал популярным местом отдыха для уфимцев, но в последние годы его состояние было далеко не лучшим. В 2019 году по поручению главы Башкортостана Ради Хабирова строители приступили к реконструкции парка Первомайской. Работы продолжили и в 2020. Уже подрядчик приступил к работе по озеру. Сейчас может с кем подойти. Не потеряем озеро? Нет. Все нормально, в принципе, работают аккуратно, в принципе, и изучили и рельеф, и географию изучили. То есть оно вот это озеро. Да. И фонтан вот где? это. Фонтанчик делаем. Прямо он, Нет, а вот этот плоскостной будет перед администрацией. Да. С людьми обсуждали? Да, это публично все это дело обсуждали, было слушание. Здесь даже вот один момент обсуждали место для выгулки собак. Тоже был таким вопросом, но все равно тоже это учли. И в парке тоже будет место для выгулки собак. Да, они люди просят. Потому что, говорят, это тоже учли. 2 раза в неделю с кандидатской ходьбой бабушки занимаются. Ведь для них специально делается вот по всему парку тропа здоровья. То есть где они будут только вот ходить с кандидатской ходьбой. Радик Фрич, а здесь в Первомайском что вот Здесь происходит? большой парк будет, реконструкция парка. Мы сделаем как бы такой, знаете, в граните с фонтанами современными, современной планировкой. Хотим сделать вот хороший современный парк 21 века. А мы сегодня куда? Ведь праздничный день. А это лучше, наверное, не надо по телевизору показывать. Скажет, голове делать нечего, он уже 3-й раз в этот парк приезжает. Ну вы не один сегодня. Но я привез сюда всех глав республики, всех глав муниципалитетов, чтобы они снова поговорить о современных, скажем, направлениях и стандартах окружающей среды, какие парки должны быть, скверы. И вот поэтому мы вот все-таки людей надо учить постоянно. Я хочу, чтобы главы были современными и стремились делать лучше. А вот 2 парка, которые, вот я говорю, я о нем уже не раз говорил. Первомайский и Журавли. Первомайский и Журавли. Вот мы их делаем как бы стандартом того, что должно быть. Спасибо. Сколько машин грязи отсюда вывезли? Порядка 500. Сколько? Порядка 500 машин. Да не может машин. С 4 метров опустили до 14 метров. 10 метров. 10 метров. И все это ил и грязь. Да, совершенно верно. Да. Потому что один раз почистили, это лет на 20-30 точно уже вы зато потом. Здесь и запах был и так далее. Но это все остальное обыгрывайте как хотите. По сути, пляжная зона. Тут система так сконструирована будет, что вода сразу проваливается. Газон, фильтрация, всякие шезлонги сделать. И все здесь, это понятно, вот это все пространство, все будет газонная трава. Это, конечно, дорого, но это все равно другой уровень и качество вообще работы. Вот амфитеатр же, да, Да, вот так до конца. Вот до желтой этой амфитеатр, 4 ряда, вот так. Тут лестница и общий вот круг стеклянный. Это снутри фонтанчик поставим аккуратненько. Я думаю, на 1,5 поднимем уровень воды, Ради Фаридович.
Раиль Фаридович, в субботу вам точно не сидится в кабинете? Я сегодня до обеда провел 2 совещания по коронавирусу. И это такие непростые совещания. И просто чувствую, что, знаете, надо где-то энергии набраться. А энергия набираюсь там, где есть созидание. И поэтому вот выехал. У меня несколько точек сегодня. Я действительно радуюсь. И действительно какие-то у меня силы появляются, когда я, несмотря на что, вижу, что все-таки жизнь продолжается. В нашей программе мы выдерживаем парки, дворы. Вот, ну, собственно, это какое-то мое самолечение, наверное. Да, рыбы уже все здесь освоились, полностью уже все здесь. Да, уровень здесь воды постоянный у нас, он подпитыван снизу. Здесь, когда вычищали. Ага. Очень важно, что есть возможности для активного отдыха, есть возможность, где можно просто хорошо прогуляться, посидеть, отдохнуть. Очень хорошее пространство, прекрасный парк, вот, который мы сейчас посмотрели. Вот, потому что очень большая площадь, а всегда, когда есть такая площадь, то есть возможности для творчества. Когда лучшие практики делаем, постоянно делаем альбомы лучших практик, распространяем среди других субъектов Российской Федерации. Там очень много проектов, в том числе и проекты Башкортостана. Можно сказать, сюда душу, сердце отдали. Не зря, не зря. Вот я говорю, вот здесь вот столько народу, вот сейчас потеплеет. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Уфы в Янаул. В 2020 году в рамках проекта «Северные ворота Башкортостана» в Янауле начали благоустраивать историческую часть города, вместе с ней и центральную площадь. Этот проект тоже победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Значит, что из себя представляет наш проект? Это система общественных пространств, которая соединяется в общую цепь от вокзальной площади вдоль торговых улиц, торговых рядов и к Елочной площади. Вы расскажите, вот здесь на Елочной площади что будет? Вот она, да, получается? Да, у нас возникает, значит, помимо того, что сцена с постоянными сиденьями для посетителей. Как амфитеатр. Да, здесь очень много будет озеленения, подпорные стены сейчас возводятся. Будет смотровая площадка почти в этаж, как бы здесь вот, да, можно будет подниматься и наблюдать все, что происходит на этой площади. Здесь же будет сухой фонтан, кафе. А сухой фонтан имеется в виду вот без чаши. Без чаши, да? А где он будет? Он будет вот в этой части, вот здесь. Раиль Фаридович, благоустраиваем наши города и села. Да, да, вот то, что в рамках вот победителей конкурса я заехал посмотреть. 10 октября мы примем Ишимбайскую площадь, а 25 октября мы примем Бирскую площадь. Это все вот в рамках городов-победителей на конкурсе. Первый этап был. Это первый, самый, потом 5, и сейчас вот ждем 11. Но мы заявки, как эксперты говорят, сделали такие сильные. Очень надеюсь, что и там у нас будет неплохо. А проект сам вам понравился? Очень нравится. Я его видел много раз, вот хотел воочию посмотреть, как говорится. Переносимся в Кушнаренковский район. Там парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Валентина Паширова благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы завершили летом 2020 года. Значит, в прошлый год, Раиль Фаридович, сделали детскую площадку здесь. Вот она простояла. Это вот новая уже. Это новую мы сделали. В эту площадку ГТО выбили из Министерства молодежной политики и спорта. Поддержали. Ну все сделали. Да, и люди, толпа. Вот сейчас нет толпы. Вечером здесь толпа народу. И вот это и есть. Потом фонтан в прошлом году мы сделали мрамором красивенько. Да? Как я сказал, детскую сцену сделали. Ее по проекту не было. Это мягкое покрытие первое в районе или уже было? Нет, это первое, Раиль Фаридович. Вы как вы сказали, так мы и начали делать. Ну, точнее, это было... Вот год прошел, все работает, все делает. Детишки бегают, работают. Народ ходит вечерами, да? Освещение есть? Толпа, освещение есть. Здесь мы дискотеки начинаем проводить. Этот фонтан светится, эта штука светится.
Вот. То есть, ну, есть где уже отдохнуть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь были заросли, Ради Фаридович. Просто выгребали, вышкребали, выкорчевывали. Все вычистили. Делаем, приводим в порядок. Не сразу все потихоньку. А там это футбольное поле. Это футбольное поле, да. Часть, да, получается? Да, а тут была страшная трибуна, мы ее тоже убрали, но это было страх какой-то. Мы оттуда 3 КАМАЗа бутылок вывезли. Она была разрушенная вся такая и так далее. А это освещенное, да? Вот это все, оно вечером горит, и оно разными цветами горит, светится, и так оно светится. Светодиодные, они мощные стоят. В подвале у меня шкафы управления стоят, насосы, фильтрация, гоняют и чистят. Не надо ни химии, ничего. Песчаные фильтры стоят. Советская площадь в Уфе. Проект, можно сказать, амбициозный самого Ради Хабирова. Долгие годы именно она была главной городской площадью. Здесь проводили демонстрации, общегородские праздники, а в декабре 1955 года на площади появилась первая городская елка. Бывали времена, когда эта площадь превращалась в сплошную парковку для автомобилей. В 2020 году глава Башкортостана решил реконструировать ее, привести в порядок прилегающие территории и сделать местом притяжения уфимцев и гостей столицы. Сам Ради Хабиров в 2020 году на Советской площади бывал достаточно часто. Окончание работ до 10 декабря. Начинается работа по укладке гранита с той захватки. Физически мы там уже начали работать, фронт подготавливается. Земляные работы мы завершаем к 20 числу августа и уже в полноразмерно выходим уже на площадь по укладке гранита. Вставки будут серые или другой мы там? Да, вставки будут, согласно того рисунка, который согласовывали. А вот здесь вот начали работы, нет? Тоже начали? Да. То есть вот всю там территорию, прилегающую к зданиям, тоже вот, гранит? Да, тоже гранит. На освещение вот эти сопли надо, чтобы их не было. А это все уберем. Это надо это все погрузить. осторожно, конечно. Тут здесь у нас получается фонтан, памятник, так? Да. Фундамент под памятник. Да. Ну и по углам у нас там зеленые зоны, под да? фундамент. Скверики. Скверики по углам. Вот здесь вот. Да. Здесь вот, да. Да, и ближе к Октябрьской революции. Нет, я имею в виду на площади, Здесь что ли? тоже, да, конечно. Да. Фонтан здесь. Все правильно. Для вас Советская площадь, наверное, как Красная площадь для города Москвы. Я хочу, чтобы она такой стала. Пока она не такая, я хочу, чтобы у нас была главная, монументальная такая, достойная площадь, где мы могли бы проводить всевозможные мероприятия. И чтобы мы гордились ее, а не так, что здесь стоянка. Вот поэтому под это и тянем. И эта площадь, она не одна. Это элемент целого большого ансамбля, который простирается до сквера Акмулы, до Советской площади, соответственно, до парка нашего. Поэтому здесь вот все вместе. Целый комплекс. Целый комплекс. Ансамбль, я бы его назвал, такой прогулочный. Вообще так, довольно большая получается площадь. Площадь большая, Рафаэль. Очень красиво. Красиво. Красиво и свет приятный. Да, очень красиво. Да. И это тоже учебинский, так же, да? Да. Училы у нас. Это все башкирское. Да. А это гранит для чего, Ради Фаридович? А это вот здесь подпорная стенка будет. Вот так вот Г-образная. Видите, вот там. Для чего? Мы закрываем вот эту зону, что здесь посадим кустарники в кадушке и деревья большие. И здесь будут скамейки. То есть вот здесь вот можно посидеть. То есть мы, оживляем, скажем так. Она площадь с одной стороны монументальная, с другой стороны она, чтобы прийти, посидеть, теплая, да, дети будут бегать здесь Мы приняли решение, что на выходные, когда люди будут выезжать все, выехали из Уфы в пятницу вечером, например, в сады. Или там в сады, да, или в субботу еще, мы поставим специальные отапливающие знаки, улицу Советскую, Пушкина, Цурюпу поднимаем и закрываем. И это вся зона Советская, Пушкина до Ленина,
Пушкина до Цурюпа, вот эта вся зона становится пешеходной. Сквер Дубки в Уфе тоже можно смело занести в список интересных проектов в Башкортостане. Его называют «Фонтан журавли» или «Танцующие журавли». По сути, это особая для Уфы достопримечательность. В советское время у журавлей назначали встречи и свидания, сюда приходили гулять семьями. Но потом долгие годы никто за журавлями не ухаживал. И к концу 2018 года фонтан превратился в развалины. Ради Хабиров, тогда временно исполняющий обязанности главы Башкортостана, принял решение реконструировать сам фонтан и сквер рядом. В 2020 году фонтан «Танцующие журавли» уже сдали. Фонтан будет сухой. Фонтан вот этот, да? Да, вот это вот. Расстояние 55. Это вот этот фонтан, да? Или что? Да, это резервуар. Да, он же и подсветкой, да? С подсветкой поющий фонтан. Поющий, да? Да. Ну, будем смотреть, чтобы жители, как бы, может быть, в праздники его подключать. Ну, чтобы жители... Ну, постоянно, чтобы музыка не играла. Да. Здесь же тоже гранит у нас, да? Ну, да. Вот гранитная брусчатка, сам фонтан. Это шардированная гранита. Я хочу сказать спасибо. Народ постоянно писал, обращался. Вот, наконец, все задвигалось. И они находятся, и мы находимся под постоянным контролем. Людей. Постоянно приходят, спрашивают, интересуются. Вот эти парапеты у нас будут обновляться. Вот эти вот гранитные. Здесь у нас будет асфальт, так и остается. Здесь очень много у нас будет дополнительных дорожек твердым покрытием. Тоже будет натуральный гранит. Ну, понятно, прогулочные тропинки, фонтан. Что еще будет? Зачем? Спортивная площадка, детская площадка, резиновым покрытием. Тут будет? Здесь вот здесь. А журавли сами, они отлитые, они готовые. А, это литье, да? Да, она бронза. Литье, да. Литье, да? Да. Мы сейчас его заберем. Вот эти будут? Да. Рафаэль, помните, вы спрашиваете, какой высоты? Вот они, прямо высоты, да? Им 40 лет, бронза. Их подваривали, подремонтировали, отпескоструили. Ну вот потеплее станет, художники ждут, тоже доремонтируют, там еще какие-то трещины остались. И покроют воском, они, в принципе, готовы. Вот один сегмент или все это? Все, это вот единый. Вот все, все, да, 4, видите, журавля. Райтфрич, многострадальные журавли, похоже, все-таки будут? Будут, да. Я сколько шумел по ним. Так сколько жителей жаловались, сколько просили, сдвиньте с мертвой точки. Я Удалось? лично приду открывать, конечно, лично. Это наша молодость, это символ Уфы. И это вот мы сейчас вот два парка посмотрели. Эти Это парки для меня, да, журавли. эти парки для меня попытка создать стандарт того, какие парки должны быть. Они еще будут иметь важное значение как стандарт современного парка, куда мы будем двигаться. Качественные материалы, современная планировка, учет мнения людей. Безопасность. Ну и, конечно, многофункциональность. Дети, пожилые, коляски, в общем, все. Город Ишимбай. Там с проектом благоустройства площади имени Ленина разбирались довольно долго. Его меняли, согласовывали с жителями. Один процесс сноса гаражей у многоэтажек чего стоил. Деньги на реконструкцию площади региональные и федеральные. В 2019 году проект модернизации этого объекта стал одним из победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Глава Башкортостана Ради Хабиров во всех рабочих поездках в Ишимбай на площадь заглядывал. Особо не вмешивался, но за работами следил. В октябре 2020 года с официальным визитом в Ишимбай вместе с главой Башкортостана Радим Хабировым побывал и Владимир Якушев, тогда министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Российской Федерации. Ну, памятник облицуете вот здесь? Да, все как положено. Памятник остается. Надо оставить. Да, не трогаем. Также куплены на сегодняшний день мафы и детские площадки. А где она будет? Вот здесь, Райф. Детская площадка Чикарда напротив Дворца культуры, вот с этой стороны. Вот где березы стоят? Да, где березы стоят, там будет детская. За березами? За березами. За березами. Амфитеатр на 500 мест. А где?
где-то тоже вот в этом районе. Ну то есть здесь на площади, чтобы... вместе с плиткой полностью. Если мы вот выполним все то, как это мы себе представляем, а мы выполним, то это будет, абсолютно другая площадь, абсолютно другого стандарта, абсолютно, скажем так, 21 века технологиями. Ну и сейчас мы приходим на главную, собственно говоря, площадь. Здесь раньше была парковка. Хорошо, прямо разных увлечений. Именно они делают сюда наш город ходил. Я знаю, прекрасным. какая она была эта площадь. Понятно. Я же тоже не был здесь. Я только у меня постоянно слал фотографии. Я давно здесь не был, это совсем по-другому. Тариф Ильич, мы в рамках внебюджетного финансирования начали ремонтировать здание ГДК. Вот в таком вот цвете заиграет. Вот в одном стиле. Главный запрос был вышка-бабушка. Первая вышка, из которой добывали нефть. В каком-то образе ее поставить, сделать памятник вышке-бабушки. Но просто так памятник вышке-бабушки поставить как-то странно было. Поэтому вот придумали архитекторы сделать детскую площадку в виде вышки-бабушки. Такой тоже знаковый для ишимбайцев образ. Очень душевно они ее называют. Вот в виде детской площадки она отработана. И здесь... Холмики закрыли? Там сейчас посадка идет. Посадка уже произошла, чтобы трава взошла, вот все пока прикрыто, да. И опять-таки нефти посвящен главный фонтан, потому что нефть тут во всех образах. По сути, это первый нормальный фонтан в Ишимбае, правильно? Да. Нет в Ишимбае, не было фонтана. Это сейчас вроде как стылось, но летом здесь жару. Дети будут здесь написано. Вообще классно. Меня вот это вот радует. Радий Фаритович, Ишимбайская площадь, ее не узнать, на душе светло? Очень, очень светло. И прям, знаете, я как будто, как тот Антей. Понимаете, помните историю про Антей? Я вот здесь сил прям набираюсь и просто с огромным удовольствием, что ишимбайцы достойны этого. Вообще не только ишимбайцы, все нас, а то обвинят, что я тут о своем родном городе. Ничего подобного. Мы столько городов сейчас в таких городах делаем просто вот такие объекты. И я вот уже сказал, 24-й год для меня как бы конечная дата преображения основных центральных общественных пространств наших городов и сел. Так и будет сделано. А сегодня, просто радуюсь. Спасибо. И мы вместе с вами.